Они приходят в Карвон и получают свои патенты. Почему? 22 минуты назад. Алишер Зарифи. Группа трейдеров на душанбенском рынке Карвон, одном из крупнейших в стране ритейлеров одежды, хочет официально закрыться после двухнедельного закрытия. Трейдеры говорят, что решили приостановить работу, опасаясь, что рынок снова откроется, что побудило власти потребовать налог на безработицу. Хотя чиновники из налогового комитета и чиновники на закрытых рынках говорят, что выходной налог не требуется, некоторые компании настроены скептически. По словам чиновников на базаре Карвон, ряд торговцев уже пришли на базар, чтобы получить свои патенты, обратиться в налоговые органы и перестали работать, несмотря на то, что в выходные дни не планируется платить арендную плату и налоги. Между тем, некоторые трейдеры сказали, что они пошли в Карвон 15 мая и попросили их патенты в своих магазинах, но чиновники не открывали рыночные ворота. Саид Акрамов, один из торговцев, которые пришли на рынок Карвон 15 мая и потребовали, чтобы он забрал свой патент из своего магазина и на некоторое время прекратил работу в налоговых органах. Он сообщил Радио Свобода, что около 50 человек собрались за пределами рынка, но привратники не будут открывать ворота, чтобы позволить им войти и получить свои документы. Невозможно сказать, нам сначала сказали на неделю, что рынок будет закрыт, но это был еще один месяц. Налоговый комитет сказал нам принести ваши документы и написать заявление. Тогда они перестанут работать. Если мы не закроемся, наше имя исчезнет. Запечатаны, сказал Акрамов. Некоторые из наших собеседников среди трейдеров сказали, что у них не было никаких официальных документов о том, что они не платят налоги в дни, когда рынки закрыты. Другие беспокоятся о том, что они не смогут обезопасить свои вещи в надежде, что через неделю они вернутся на работу и что в долгосрочной перспективе качество солнца будет вредно для их карманов. Никто не поклялся не собирать налоги. Группа трейдеров обеспокоена судьбой своего бизнеса, в то время как налоговый комитет заявил, что не будет платить налоги на рынках, где объявлен карантин, а предприятия фактически не работают. Неназванный чиновник сказал, что в течение этого периода с торговцев не будет взиматься налог, но торговцы, которые отменили свой рыночный карантин, но ушли в другое место и уклонялись от налогов, будут преследоваться по закону. Это их право хотеть прийти и написать заявление и перестать работать, но им не о чем беспокоиться. Ширали Кархунов, сотрудник рынка Карвон, рассказал таджикской службе РФИ, РЛ, что предприятия, желающие получить патенты, готовы помочь. Он сказал, что на самом деле, в дни, когда рынок был закрыт, некоторые торговцы приходили и брали свои патенты из своих магазинов, каждый день 8-10 человек приходят, чтобы получить их патенты, мы сопровождаем их в соответствии с санитарными требованиями, получаем необходимые документы. Такая же проблема в Сагдийской, Хатлонской и Бадахшанской областях. Не только некоторые карвонские торговцы, но и предприниматели в других регионах Таджикистана, таких как Сагдийская и Хатлонская, обеспокоены тем, что длительный карантин ухудшит их бизнес и условия жизни. Есть трейдеры, которые говорят, что они взяли кредит в банке и начали бизнес, и было бы лучше дать им банковские привилегии и период времени для погашения их банковских кредитов. Тем не менее, Национальный банк Таджикистана еще официально не объявлял об отмене клиентских кредитов, а некоторые официальные лица банка ранее сообщали РСЕ-РС, что это невозможно. Предпринимательство в Таджикистане является одним из секторов, который играет важную роль в наполнении бюджета страны и экономическом развитии, но высокие налоги и другие искусственные барьеры являются проблемой, которая неоднократно поднималась предпринимателями и торговцами. Ранее, после того как Национальный банк объявил о предложении концессий для предпринимателей, некоторые банки страны прокомментировали сообщение о том, что это задержка в погашении кредитов и процентных ставок, а не временное освобождение от банковских платежей.